В выставочном зале Дома культуры Назрани представлен почти весь потенциал экономики региона. От мясомолочной продукции, обуви до промышленных предприятий. Причем здесь и масштабные проекты, которые в скором времени притворят в жизнь. Так, до конца года в Карабулаке откроется фабрика по производству кожи из шкур крупного и мелкого рогатого скота. Это будет единственное производство такого типа во всем Северном Кавказе. Актуальность проблемы именно переработки шкур, она с каждым годом все больше и больше растет. Дело в том, что на территории вообще Республики Северного Кавказа очень остро обстоит данная проблема. Также при сборе большого количества этой кожи возникает огромное количество инфекций и так далее. Загромождены мусорные свалки. Мы решаем эту проблему тем, что мы полностью ее перерабатываем, избавляемся от всех вредных веществ и выпускаем изначальный продукт. Это кожа в виде wet blue, то есть это сырая кожа. Wet blue, ну, дословный перевод, то есть сырая синяя кожа, то есть изначальный цвет у нее бывает такой. В дальнейшем кожевенные фабрики и предприятия, они перекупают у нас эту кожу и перекрашивают ее в нужный им цвет. Предприятие еще не открылось, но фабрика уже заключила соглашение на поставку кожи и шерсти по всей России. Спрос будет и в самом регионе. Договоренность достигнута и с обувной фабрикой, которую реанимировали и запустили инвесторы по поручению главы республики. Еще один не менее амбициозный инвестпроект будет воплощен в жизнь до конца года. Это реконструкция комбината строительных материалов «Неон». Раньше он функционировал, выпускал облицовочный кирпич. Но не того качества и не в таком объеме. На данный момент это самый современный завод. Не по меркам России, а по меркам строит итальянская фирма, но оборудование в основном все лучшие фирмы Henkel, немецкая фирма. Такие заводы у них только еще сейчас строятся. И на территории России, наверное, по-моему, 1-2 тоже начинают строить. Но это на ближайшие 20 лет это одно из современных оборудований. Оценить потенциал приехал и первый зампред правительства Ингушетии Олег Фурсов, который пообщался и ознакомился со всей выставочной продукцией. Без внимания не остался и Карабулакский завод по производству отопительных радиаторов АТМ. Но ваша продукция уже общепризнанная, покупают все. В детских садах и школах сейчас уже монтируют именно вашу продукцию. На сегодняшний день 32 региона поставляем за продукцию. Начиная от Беларуси, кончая Камчаткой. И в последнее время начали поставлять Белоруссию, Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Туркмению. Даже за рубеж выходит. А уже после в зале ДК говорили об итогах деятельности Минэкономразвития Ингушетии за прошлый год и задачах на текущий. Министр ведомства Асет Кациева отметила, экономическая ситуация в регионе в 2020 году, как и в целом по стране, складывалась под влиянием распространения пандемии. Но тем не менее экономике удалось выстоять. На пике пандемии мы прогнозировали, что будет серьезный спад экономики. Но к счастью, можно сказать, прогнозы не оправдались, и у нас получился не такой сильный спад. Сейчас, буквально месяц назад у нас была информация с государственной статистики, что у нас ожидается спад на уровне 3,9%, и на сегодняшний день, уже после проведения переоценки, Росстатом нас немножко порадовали, что по уточняющимся данным у нас ожидается более низкий спад, а по итогам 2019 года валовой региональный продукт у нас вообще вышел с плюсом. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса в Ингушетии был принят региональный закон, предусматривающий 5 видов налоговых льгот для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Более того, в регионе был утвержден антикризисный план устойчивого развития экономики и социальной сферы. Данный план, утвержденный распоряжением правительства республики, включал все меры, все мероприятия по борьбе с кризисными последствиями. И в соответствии с этим планом хотелось бы отметить, что на своде было наше министерство, координацию этого плана, контроль, мониторинг проводили наши сотрудники. И сегодня
можно уже сказать, что мы достаточно достойно вышли из данного кризиса, но до конца выйти еще, в общем-то, ни одна страна еще до конца не вышла. Мы постепенно возвращаемся к стабилизации, можно сказать. Было в прошлом году и много позитивного. По поручению главы Ингушетии был завершен перезапуск швейной фабрики в Алиюрте. Также открылась и фабрика по производству обуви. Кроме того, в республике строится еще 5 инвестпроектов. Помимо прочего, продолжилась работа по программе «1000 квартир». Жилищные условия смогли улучшить благодаря субсидированной процентной ставке. Данная программа, в рамках этой программы осуществляется 100% погашение процентной ставки по ипотечным кредитам. На сегодняшний день число семей, получивших помощь по данной программе, составляет 276. Программа реализуется уже несколько лет. Первый зампред правительства Ингушетии, выступая перед собравшимися, отметил, что оценивает работу ведомства как удовлетворительную. Особенно я бы обратил внимание и отметил такие достижения, которые были связаны с участием в разработке стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Ася Магомедовна остановилась на этой теме в своем докладе. Действительно, работа была проведена очень большая, скоординированная. Не все наши предложения вошли в этот документ, но он пока является проектом. Мы находимся в стадии постоянного контакта с разработчиками, но то, что часть наших предложений очень значимых туда попала, нас, конечно, это радует. Но среди таких предложений это, безусловно, восстановление железнодорожного сообщения между станцией Слепцовской и Грозным, по-моему, так она называется, да? Это завершение строительства аэропорта Магаз, это учет наших интересов в развитии энергогенерирующих мощностей и ряд других позиций. Это очень важные вещи, потому что о них в последние годы, к сожалению, не говорилось. И только с приходом главы Махмуда Мукшариповича Калиматова к руководству республики эти темы вновь подняты, так сказать, на первый план нашей с вами работы. Это крайне важно. Также Фурсов обратил внимание на более глубокое и предметное понимание тех процессов, которые происходят внутри экономики региона. Республика имеет достаточно большую задолженность. Вы знаете, в 2019 году были приняты впервые меры понуждения к нашей республике. Мы проходим этот период сложно, но тем не менее нам удается гасить накопившиеся прежде долги, задолженности. И вот в этой ситуации Министерство экономического развития ищет точки роста, которые излагает в стратегических документах, таких как прогноз социально-экономического развития республики. Это тоже очень важно. Но здесь, надо отметить, сделаны только самые первые такие робкие шаги, но, как мне кажется, они сделаны в правильном направлении. И здесь очень большой потенциал для дальнейшей важной работы. Первостепенные задачи на текущий год, которые стоят перед Минэкономразвития, также продолжение поиска инвесторов для вовлечения в хозяйственную деятельность, анализ потребностей в продовольственных товарах и выработка мер по снижению продовольственной зависимости. В завершении коллегии ведомственными благодарностями отметили и субъекты малого и среднего предпринимательства региона. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.